поменяли, я понял, у отца, так ведь все, ансамбль, архитектура шикарный. Шикарно написано. Ну, а это из бронзы, на лет 500 поставить, это не какой-нибудь этот, не забронзовее, удачно это. Только чувашский орнамент надо было на платье чуть-чуть ставить. Ну, зато нам ей здесь лет 40-50, наверное, она молодая. Да, это делал. Это бюст, который делал Юра Ксенофонт. Все. Это просто увеличенная копия его. Увеличенная копия. Удачно. Дорогой Булгар и Любовь Владимировна Федорова. Вот недавно мы вспомнили, у нас не только один артист, Евдокимов Валерий Семенович, но еще сказали и Федоров Василий Павлович. Я заинтересовался, я никогда не знал. Он 49-го года рождения, а я 59-го. А потом моя судьба тоже, она какая-то кукурмакер. Я его не знал. И вот я уже начал эту делать передачу, и вот ваше интервью, вот ваши воспоминания, коротко можете о нем что-то сказать такое? Да, могу я сказать о Васе много, потому что вместе учились мы в Ленинграде, в театральном институте. У Кацмана. У Кацмана учились, да, Аркадия Иосифовича. Он очень преданный душой был театру, очень любил балет. Это у него хобби было. Самое хобби такое. Он очень балет любил. Он очень такой был у нас худой, как солист балета. Да. Очень он, конечно, преданный душой театру был. Искусству был. И мы даже восхищались им. Да. А как так получилось, что он с разрывами, вот так, я по годам смотрю, 72-й по 74-й он служил в советской армии. Да, он служил в армии, да. Это я уже выяснил, потом переходит с драмтеатра в ТЮЗ. С чем это было связано? По-моему, это у него по семейным обстоятельствам. Значит, жена там, дети. У него 3 детей много. В общем, как-то они с женой так, мне кажется так. Я чужую семью ведь не знаешь. Да. Жизнь прожить не поле. Да. Вот это у него чисто, мне кажется, семейные обстоятельства были такие. Да. Очень любил своих детей, безумно любил детей. Все время говорил о своих детях. Илемби? Маниснаун? Сельме, да. Я смотрю Рома. в кадре на ее фотографию в глазах и виду какую-то затаенную глубину недосказанного. Думаю, он очень сложной судьбы и глубоким характером, творческим характером, наверное, обладал. Да, я согласна с вами. Спасибо вам, что вы сказали. Я на день рождения как-то к нему домой ходила. Он тогда уже немножко нездоров был. Но все равно, это же вместе же учились, как родные. Одна семья жили, когда учились в Ленинграде. Как член семьи нашей был. Вот и поэтому я к нему очень по-доброму относилась всегда. Звонила ему. Он ко мне звонил, он по телевизору видит, вот, говорит, там показывает себя, звонит ко мне. Поезд по Гандзюк, я попал к нему в купе уже проводником работал. А вот, Юрий Витальевич, а вот вы первые мне подсказали о судьбе этого человека. Расскажите, как у вас судьба? Как было? Его жена, это тетя Нина, моя троюродная сестра. Он и она приезжали к нам в Красночитай, деревню Хорабыров, в гости. И он такой здоровяк, 2 бедрами воду таскал. И тогда же познакомились, за столом посидели. Тетя Нина была строгая и очень обходительная, обаятельная. Я сказал, артист. Он так много не говорил, старательный был. И потом я в городе не так часто сталкивался.
А потом на поезде попал. Он проводником работал, такой улыбчивый такой, ходит, изящный, приятно. Я помню, говорит, всю дорогу чай пили в один конец. Доехали. Я в командировку ехал в Ленинград и пересадкой. А так сразу было видно, что настоящий чувашский товарищ, артист тем более, обаятельный, дружелюбный, никакого зависти нет. Но то, что трое детей они воспитали. Я думаю, судьба такая. Да. Он след оставил. Но в его лице чувашский народ, он не все роли сыграл. Я в артистических делах не знаю, как Любовь Владимировна. Он мог более масштабные роли играть, но до конца в творчестве не реализовал. Но след хороший, как артист и человек оставил. Светлая память. Мы о нем будем помнить. Да. Вот лучше всего они вместе работать, Любовь Владимировна. Они... Да. Недавно вот по телевизору спектакль смотрели «Ухмахсуты», значится. Он там хорошую большую роль. И мне даже, я так с удовольствием смотрела и вспоминала его. Он очень даже прямо правдивый на сцене. Мне понравилось. Молодец, талантливый был. Все спектакли, которые снимали в нашем театре, и где он принимал участие, везде, все сохранилось. Ну, это, наверное, они хранятся в хранилище телевидения. Ну, да? вот сейчас передают по телевизору, можно же там найти. Недавно, вот буквально неделю назад было. Что мне хочется сказать, это памятный, знаменательный день, и в то же время Вера Кузьмина, вот, народная артистка Советского Союза, и сколько народу собралось. Это же честь и хвала нашим артистам. Да. Она для нас была как мать. Да. Я с ней сидела 48 лет в одной гримерной, и мне все время до сих пор кажется, вот сейчас дверь откроется, и зайдет Вера Кузьминична, опять сядет за свой стол и начнет гримироваться и разговаривать с нами. Вот так. Как мы, как мать, вот как семья одна мы так жили. Образ чувашского народа, образ чувашской женщины. Да. Исключительно такая. Я с вами согласна. Спасибо вам большое. Журавлев Сергей Витальевич. Я был знаком с ним в 90-х годов. Он своими фотографиями будущих звезд чувашской эстрады выносил на газетные полосы. Я хорошо помню, когда он однажды признался мне о своем желании выпустить книгу историографическую в память актеров, которые когда-либо играли на сцене Чувашской Республики. В 2017 году встретился с ним в Доме печати, туда меня пригласили, чтобы дать интервью. Он подарил мне свою книгу с автографом. А сегодня же, вот писал интервью, увидев, встретился с ним с вопросом, когда мы раскопаем забытый нами исторический пласт культуры и искусства, имея в виду нашу память актера Федора Василия Павловича, выходцы из деревни от нашего. Ну, когда мы Федорова вспомним? Ну, не знаю, надо под вашей редакцией раскопать надо будет. Будем работать. В кадре рядом со мной Юрий Витальевич Дадюков. Он является моим помощником, редактором по связям с общественностью. Он обладает феноменальной памятью, а таких людей, говорят, ходячая энциклопедия. Многие общественно значимые события, происходящие в обществе, мне становятся доступным благодаря Юрию Витальевичу. И это становится достоянием общества в целях сохранения в памяти народа их имена.
заслуженный артист России, товарищ Владимир Валентинович Семенов. Учился вместе с Василием Федоровым в Ленинградском театральном институте. Вместе Любовь Федоровна. Но человеческая сущность – это сложно устроенная конструкция. У одного душа нараспашку, другой застегнут на все пуговицы. Все мы были молоды, были студентами, делились последним не только хлебом, но и рублем. Но вот, увядает душа к призрачным годам, все забыто, все в прошлом, и мы не услышали от него душевных слов в адрес своего товарища, с кем учился актерскому мастерству в одной аудитории в Ленинграде у профессора Кацмана Аркадия Иосифовича. Я историк. Сегодня будет интересная история. Просто он существовал. И больше ничего. Да, он существовал. Актер, артист, который нес человеческому сообществу светлые, чистые помыслы поколений, которые добились через победу на фронтах Великой войны, теперь вынужден выживать. Да, он существовал, еще был жив духовным миром совершенства, беден, нищ, как Отелло из оперы Россини. Вся страна, весь советский народ впал в глубокую депрессию. Были проблемы, собственно, как и у любого государства они есть. Но в других государствах подобные проблемы не способствовали ликвидации страны, что, собственно, произошло с Советским Союзом. А все дело в том, что страну под названием СССР целенаправленно ликвидировали. И во главе этого процесса стоял никто иной, как сам глава государства Михаил Горбачев. Многие считают, что то, что делал Горбачев, неизбежно должно было произойти и даже без него. Ничего подобного. СССР до прихода Горбачева был сильным развивающимся государством. Конечно, были какие-то проблемы, как было сказано, но, что важно, не системного характера. Вот, например, выдержка из доклада Центрального комитета КПСС 27-му съезду. Это 1986 год. За четверть века после принятия третьей программы КПСС Советский Союз добился внушительных успехов. Национальный доход вырос почти в 4 раза, промышленное производство в 5 раз, сельскохозяйственное в 1,7 раза. Реальные доходы на душу населения увеличились в 2,6 раза. Общественные фонды потребления в 5 с лишним раз. Построено 54 миллиона квартир, что позволило улучшить жилищные условия большинству семей. Обратите внимание на год доклада, 1986. Это то время, когда, по рассказам различных экспертов, Советский Союз уже был обречен. Это то время, когда страна должна быть живым трупом по заявлению западных пропагандистов. Эту страну погубит коррупция. Нравится, да? Уходи, нас не нравится. Уходи, никто не заплачет. Разведемся и дело с концом. Надоело мне это все. Как много лет назад мы снова идем на поводу лжи, пучину хаоса, низвергнув словно. Мы ищем новые межи. Кто верен был и верил в слово, однажды сказанным ему, теперь в устах чужое слово, и мы покорны ко всему. Согласен с тем, что мы не равны, порой и ровня не родня, но как смотреть на мир бесправный, когда лукавит изо дня? Кто что скопил за эти годы, потерям этим счета нет. Не зря ли отдали вы годы, непригляден этот свет? Была в нас вера, вера пала, теперь с надеждой, а если сил? Куда же память-то пропала, или народ себя изжил? Забыли люди, не раз однажды, убиты были, и не раз. Нужна ли вера, чтобы однажды безропотно влиться в класс? Наступило жестокое, циничное время, где мог выжить лишь сильнейший. Стиль и образ жизни в стране изменился. Слабые, немощные уходили,
а на место их пришли хищные, кровожадные, вытесняя слабых, и это заслонило страну на долгий период. Что происходило в России в 90-е годы? Среди основных явлений периода называется августовский путч, распад СССР, реформа правительства Ельцина, Гайдара, приватизация государственной собственности в частные руки, либерализация цен, обесценивание сбережений граждан, невыплаты заработной платы, пенсий и социальных пособий, конституционный кризис. Теперь мы понимаем, почему наш герой Федоров Василий Павлович расстался с театральным искусством. Он переиграл свою судьбу, сменил профессию в пользу своей семьи и, смею думать, был счастлив. Благополучие семьи – это важнейший элемент для подрастающего поколения и благополучия России. Не так давно людям не представлялось возможность жить с одним или двумя детьми в семье. Успешное развитие семьи зависело от количества детей, и отец семейства видел в детях свою опору. Любой отец, в зависимости от обстоятельств, является для своей семьи кормильцем, воспитателем, судьей, учителем и защитником. Отец становится тем, кем необходимо стать, чтобы исполнить замысел своей жизни. В каждой семье должны быть общие цели, и это сближает людей. Примите это с благодарностью, ибо это, ставшему на путь истины, вселяет надежду, что не все еще потеряно, что надо подниматься и далее шагать твердой поступью. Отец – архитектор семьи. Он со своими идеями дает вам силу и веру, чтобы вы могли претерпевать все испытания судьбы. На поезде попал, он проводником работал, так улыбчивый такой, ходит, изящный, приятно. Я помню, помню, говорит, всю дорогу чай пили в один конец. Я к командиру приехал в Ленинград и пересадил. Настоящий чувашский товарищ, артист тем более, обаятельный, дружелюбный, никакого зависти нету. Трое детей они воспитали. Я думаю, судьба такая. Он след оставил. 1991 год. Павловская реформа. В один миг миллионы обездоленных людей вдруг оказались обманутыми. В один миг стали нищими. Каково было с семьям, с малышами, с детьми. Детей надо растить. А на что? На что купить хлеба, молока, продукты? Разгул стихии и нищета заслонила разум людей. И мы не вправе его осуждать, ибо его поступки и действия были во имя спасения своих детей от голода. Трагические 90-е годы для всей страны стали глубоким переломным моментом. Это было несчастье. И все же Василий Павлович одним словом служил и верой, и правдой своему народу. И вот что пишет Николай Крупинов, который многие годы дружил с Василием Павловичем. И Василий Павлович был наставником для Николая в понимании человеческой сущности, понимании добра и зла. Василию Павловичу 16 марта исполнилось бы 75 лет. Но его с нами нет. И мы же, ныне живущие, должны сохранить о нем память. Василий Павлович был большой души человек. И как пишет Николай Крупинов,
долгая наша дружба позволяла нам помогать друг другу. Удивительно прекрасные люди атнашевцы. Трудолюбивые, чистоплотные, аккуратисты. И сразу 2 актера в главном театре. И он особо подчеркивает удивительную черту атнашевцев, их человечность, спешащие на помощь друг другу к добру. Будущий отец Васи был лесником из Шихран. Положил глаз на приметную женщину из Атнашева. Так родился Вася на свет. Мать его воспитывала одна. Подрастая, Вася пас деревенских коров на сочных травах шинар-жерми, таскал на себе сухостой из леса, а вскоре ему случай подвернулся выдернуть счастливый билет в Чебоксарах. Он получил направление в Ленинград, чтобы учиться театральному искусству. Став профессиональным актером, сам приобщал многих молодых парней и девушек к этому искусству. Выступал по радио, участвовал в сельской агитбригаде с концертами для селян. Ну и, наконец, за недолгие годы от тех событий, о чем я напомнил, выросло новое поколение людей. И этот фильм как назидание помнить и беречь народ и свое государство. На этом я заканчиваю. С вами не прощаюсь. Будьте здоровы!